живешь в городе Барнаул, правильно? Да, когда живу, Да. учусь. Да, я только что просто рассказал тебе о том, что ты учишься и живешь в городе Барнаул, вот, поэтому, чтобы я не ошибиться, да, как бы там. Мгм. Так, Марат, скажи, пожалуйста, твой крайний бой против Аслана Тавсултанова, а, ты победил единогласным решением судьи. Мгм. Как ты сам считаешь, ты вообще доволен? Ну, то есть у вас же есть определенная тактика на бой. На все 100% ты работал по тактике или все-таки у тебя были какие-то уступки? Да нет, работал, как говорил старший брат Шараф, поэтому все сделали, как сказать, планировали, поэтому все четко, рад, поэтому все хорошо. Все, что планировали, Многие, получилось. на самом деле, тоже посмотрел, немножко под конец третьего раунда ты устал или ты вид подавал, что ты устал, или все-таки силы у тебя были? Я расслабился уже, как гонг уже прозвучил, я думаю, все, пап, ты можешь теперь расслабиться. Мгм. В целом, ты доволен своим выступлением? Ну да, есть что это, да, работает, но в основном хвала Всевышнему, да, конечно. Да. Сарвар, смотри, завтра я встречаюсь с президентом лиги IMC Fight Night Global Камилом Гаджиевым и записываю с ним интервью. Что бы ты хотел, чтобы я ему задал вопрос? Что бы ты хотел услышать? Имя, может, своего следующего соперника, город, в котором ты бы хотел выступить. Что бы ты хотел от лиги? Город, ну не знаю, честно сказать, пока об этом даже не думал, даже с старшим братом Шарафом об этом не разговаривали, поэтому буду рад выступить, неважно где, честно сказать. Главное, чтобы... Мне кажется, в России везде есть наша публика, все земляки есть, поэтому буду рад везде показать это, обрадовать их. Поэтому, иншаллах, скоро надеюсь. А А что кого сказать ты... Камилу, честно сказать, я даже не знаю. Пусть ждет хорошего шоу, вот так. Мгм. Как ты думаешь, с кем бы ты показал красивый бой? Прям красивый бой в стойке, прям, знаешь. Все-таки борьба это хорошо, да, ты показал высший класс борьбы, это прям мощный бой был с Тавсултановым, но Тавсултанов был заточен под борьбу, его борьба не прошла. Вот как бы ты сам хотел, с кем бы ты хотел подраться? Потому что твой бой против твоего соперника из Киргизии, Бакбергена Усенов, да, правильно, да, Бакберген Да, да, Усенов, помнишь этот бой? да, да, да. Что это было за рубище, братан? Это было мощно просто. Даже у меня на YouTube канале 500 000 просмотров, 423 тысячи просмотров. В то время, как на Fight Night, всего лишь 2000 просмотров того крайнего боя. Как ты думаешь, с кем выйти и подраться, чтобы набрали прям под 1 000 000 просмотров? Ну, в АМС много бойцов подписано, поэтому буду рад и это подраться и со тем, кто у него база стойка, можно так сказать. Поэтому посмотрим. Пока именно с кем я не могу сказать, понял? Поэтому основных я не знаю, кто там чемпион, кто есть, кто нет. Поэтому таких имен нет. Но буду рад подраться с любым, вот так можно. Да. Но там, я тебе уведомлю тебя, там чемпион, насколько я знаю, Евгений Игнатьев. Да. Теперь буду знать. Вообще, он тебе интересен как соперник, биться за Ну, титул? если он чемпион, брат, конечно, я только первый бой провел, лига только начинает видеть меня, да. Поэтому надеюсь, сейчас еще пару боев сделаем, и надеюсь, это буду достойны подраться. Мгм. Алла, посмотрим. Люди писали в Инстаграме, везде тоже писали, было бы интересно посмотреть твой бой против младшего брата Забида Магомед Шарипова, Хасана Магомед Шарипова. Как ты сам на это смотришь? Ну, Хасан вроде выступает 66, брат, а у меня вес 61. А он в Я 66, у да, меня, выступает? да, он в Не устает. 66 вроде дерется, как, ну, последний год 66 дрался. А у меня будет 61, брат, поэтому я готов. Я сам всегда настраивался на 61, брат, поэтому буду рад подраться 61, да, пока. В такой большой лиге находится. А так Хасан очень достойный соперник, брат, очень достойный, поэтому если такая возможность будет в будущем, почему бы нет? Всякое может быть в жизни, брат. Может, я перейду, например, 66, поэтому, иншаллах, потихоньку посмотрим.
Если Хасан Магомед Шарипов спустится в весовую категорию 61 килограммов, ты согласишься с ним подраться? Почему бы нет, брат? Конечно. Да. Я вообще делал такой прогноз, когда подписали тебя в Лигу Fight Nights. Я вообще был одним из главных, можно сказать, инициаторов, чтобы ты был в этой лиге. Я заявлял, что Сарвар Хамидов готов забрать титул в двух весовых категориях. 61 и 66. Иншаллах, брат, если такая это будет возможность, то можем и в 66 газовать, поэтому посмотрим. Я только один бой провел на МС, поэтому сейчас надо потихоньку устроиться там, а потом дальше посмотрим. Давай сделаем так, ты не торопись, посоветуйся со старшими братьями, там, с Шарафом Давлатмуровым. До завтра у тебя есть время, я буду этот вопрос задавать Камилу Гаджиеву, скажу: Камил, человек готов драться с Хасаном Магомедшариповым и в 61 или в 66. Вот ты определись, я завтра попробую этот бой организовать. Все, брат. Отлично. Скажи, пожалуйста, вообще, как обстановка, как там Шараф, как там клуб 1 на 1? Честно сказать, брат, очень... Уйдет то ли в Беллатор, если я не ошибаюсь, после того, как еще раз защитит свой бой против Балкидова. У них же реванш будет опять. Вот, и он хочет уйти то ли в UFC, то ли в Беллатор. Вот, тебе как этот бой Хейбати? Я об этом вообще не думал. Ты первый человек, который вот это мне сказал, да. Конечно, почему бы и нет. Потому что Мухаммад, он наш брат, но он, знаешь, он сказал, что если говорит, если этот спорт, говорит, я подерусь, и потом подниму руку и уйду, говорит. Ничего страшного там нет. Интерес, это хороший, да, можно такой бой. Он вроде хороший парень, я его вблизи видел. Ну, так не общались, но очень спокойный. Там в Дагестане, когда я сборы проводил, он там хорошо пашет, тренируется, поэтому очень достойный. Машаллах, машаллах. Сарварджон, тогда следующий вопрос возникает. Когда ты сам вот примерно думаешь, когда тебе вернуться в клетку Fight Night Global? Ну, хотелось бы до Рамадана сделать, честно сказать, брат. Чтобы подраться и потом в Рамадане как раз вот Рамадан провести. А если сейчас до Рамадана не подраться, придется Рамадан провести и потом заново подготовиться. Март, апрель, как на эти даты смотришь? Апрель у нас 12, если не ошибаюсь, 12 апреля Рамадан начинается, поэтому уже не вариант подраться. Не вариант, да? То есть конец марта это для тебя пик, да? 12 турнир будет, иншаллах, постараюсь, да. Сейчас посмотрим еще, что скажет Шараф, брат, поэтому пообщаемся, что он скажет, так и сделаем. Машаллах, брат, понятно. Слушай, вопросов больше, честно говоря, нет.